Здравствуйте, дорогие зрители! У нас в студии в гостях кандидат в депутаты от 8-го округа Калягина Анна Владимировна. Анна, здравствуйте, рады видеть вас у нас в студии. Здравствуйте. Калягина Анна Владимировна родилась 28 августа 1977 года. Выросла в Абхазии, поселке Агудзера. Училась в Гулрыбской средней школе. В 2005 году окончила экономический факультет Московского государственного университета. В 2019 году получила второе высшее образование в Сочинском государственном университете по специальности туризм. Работала руководителем на предприятиях индустрии гостеприимства. С 2012 по 2014 год исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Абхазии. Участвовала в рабочих группах при Министерстве экономики по разработке законопроектов. С 2014 года по настоящее время директор туристической компании Агентства путешествий по Абхазии «Ацетук Тревел». С 2016 года по настоящее время президент некоммерческого партнерства «Абхазский союз туризма». С 2016 года по настоящее время председатель общественной организации «Союз российских соотечественников в Республике Абхазия». Соавтор и соорганизатор первого, второго и третьего туристических форумов «Visit Апсны». Автор проекта «Вместе в новое будущее» совместно со студентами и преподавателями кафедры географии АГУ по специальности туризм. Автор и организатор фестиваля «Дружбы народов» совместно с представительством Россотрудничества в ИРА. Автор и организатор ряда мероприятий, таких как «Молодежь против наркотиков», нацеленных на профилактику наркомании у молодежи, на укрепление дружбы между российской и абхазской молодежью. Основатель Академии индустрии гостеприимства. Анна, самый первый и главный вопрос. Почему вы решили баллотироваться? Сразу скажу, что свое решение баллотироваться в Народное собрание, парламент я приняла осознанно, обдуманно, с поддержкой моих коллег, друзей, соратников, близких мне людей. Депутат Народного собрания прежде всего должен защищать интересы народа и представлять в этом собрании народ. Законодательная система Республики Абхазия – это, наверное, главная сила, одна из главных сил, которая должна создавать процветающее государство для хорошей жизни ее граждан. Что лично я могу привнести в эту законодательную систему? Ну, скорее всего, это мой опыт, мои знания. Мое образование мне помогает и позволяет писать проекты, законопроекты, законы. Я уже участвовала в таких проектах. Наверное, все знают, что я много лет занимаюсь туризмом, возглавляю Абхазский союз туризма. На протяжении 5 лет мы изучили, наверное, все плюсы и минусы туристической сферы Республики Абхазия. Провели очень много заседаний, конференций, рабочих круглых столов. Проведена очень большая, огромная работа. Нами было очень много проведено инициатив, начиная от брендирования Республики Абхазия, и мы об этом говорили в самом начале еще создания Союза. Второе, это, конечно, это наш закон о туризме, который был написан в 2005 году. Многие пункты его уже устарели, и его нужно менять, возможно, переписывать полностью. Необходимо добавлять новые пункты для того, чтобы не отставать от тех мировых тенденций, это развитие туризма в общем. Мы все равно находимся в мировом сообществе, независимо от того, признаны мы той или иной страной или нет. Все равно в любом случае работа происходит именно нами, бизнесом. Работа происходит с оглядкой на всю составляющую всего бизнеса. Нами проведено 3 туристических форума. Я думаю, что информационно тоже нужно развивать. Я очень рада, что сейчас открылся медийный центр при Министерстве иностранных дел. Наверное, это такое вот очень яркое, может быть, не все осознают, но очень яркое событие и очень нужное нам. Вот. Мы занимаемся очень давно рекламой и продвижением Абхазии за рубежом, а именно в Российской Федерации. Вот. Мы все знаем, что торгово-промышленная палата очень активно занимается продвижением Республики Абхазия. Но несмотря на это, об Абхазии знают все равно очень мало. Поэтому этот медийный центр, он очень нам поможет, как республике, как государству, показать о том, что мы существуем, и как мы живем, и что у нас здесь происходит. Поэтому я думаю, что в законодательной системе также нужно еще ставить вопрос и развивать его об информационной безопасности.
Это все, что касается, наверное, туристической деятельности, международных отношений. Также туризм неразрывно все-таки связан, наверное, и с сельским хозяйством. И туризм, он как мультипликатор, он может развивать и сельское хозяйство, фермерское хозяйство. И у нас есть хороший опыт у соседей у наших. Мы с ними обменивались опытом, ездили в различные, вот в Республику Крым, например, мы ездили в Адыгею, и мы знаем, что там очень сильно развит сейчас и горный туризм, и фермерские вот такие сельскохозяйственные какие-то предприятия, которые очень большим пользуются спросом у туристов. То есть в этой сфере нам тоже нужно добавлять и развивать нормативную правовую базу и законодательство. Вопрос об образовании. Я думаю, что закон об образовании тоже нужно менять. Вот. Помимо этого нужно развивать систему образования, готовить специалистов, да, колледжи различные, которые будут готовить линейный персонал, которые будут готовить персонал не только директоров. Если у нас все станут директорами, кто будет работать, собственно говоря, и в сфере не только управленческой. Управлять будет неким. У нас кадровый голод. Кадровый голод у нас очень давно уже. Нам пандемия очень так показала всю эту нашу проблему ярко, когда закрылись миграционные потоки, и к нам перестали приезжать из некоторых там стран и республик ближайших люди, которые у нас работали. Я думаю, что очень многие и в туристической сфере со мной согласятся, и в других сферах тоже. Вот. А наши неподготовленные кадры нужно было сначала обучить. И вот этим летом это было очень так жестко. Поэтому заниматься кадрами, кадровой политикой, образованием – это тоже очень важная составляющая. Через 5 лет придут другие кандидаты. Какие они будут? И кто будет заниматься так же, как вот и сейчас? Мы занимаемся все предвыборной кампанией, смотрим на кандидатов, кто нас будет все-таки представлять, и в ближайшие 5 лет писать нам законы. Я думаю, как только выборы закончатся, тут же надо начинать обучать людей, надо обучать нашу молодежь, чтобы они встали рядом, заниматься наставничеством, вот, ну и создавать специальные институты для того, чтобы готовить кадры также и для чиновников, также для людей, для нашей молодежи, которая хочет в общественной жизни что-то добиться. Для этого существуют специальные вузы, которые находятся за рубежом. Мы бы могли бы и также точно обучать наших ребят и здесь, в Абхазии. Вот такой вопрос. Есть ли проблемы у нынешнего созыва, которые вы бы не хотели допустить в случае того, если вас выберут? Хотелось бы, конечно, от депутатов больше эффективности и продуктивности. Я как бизнесмен всегда пишу на краткосрочный план, долгосрочный план. Вот сейчас от всех депутатов хочется услышать, что они будут делать в ближайшие 5 лет. Какие у них планы? Вот, собственно говоря, на моем сайте и в моей программе, и мои избиратели при встречах, они слышат от меня, какие у меня планы, то есть четкие конкретные планы на развитие там, округа, на развитие страны в целом, республики, и действовать этому плану. И то, чего у нас действительно нет, это сбор общественного мнения. Но не просто сбора для аналитики и все. А, наверное, для того, чтобы дальше что-то с этим общественным мнением делать. Вот мы же, как депутаты, мы должны услышать народ. Мы встречаемся с избирателями, узнаем у них, как они живут, что их беспокоит. Не решены самые обычные, простые, насущные проблемы. Ну как мы можем заниматься какими-то глобальными проектами, вещами, которые мы хотим реализовать? Конечно, мы хотим стать самой процветающей республикой. Конечно, мы хотим стать самой, наверное, благоприятной республикой для проживания своих людей. Но это все слова. Мы очень много говорим, что надо и что нам не нравится. Но мы не говорим, как это сделать. Поэтому из общественного мнения
еще и формируются инициативы. Вы можете обратиться к своим избирателям. Пожалуйста. Дорогие избиратели, уважаемые граждане Республики Абхазия, я бы хотела обратиться к вам и попросить вас всех не быть безучастными в этих выборах. Потому что ведь сейчас, на ближайшие 5 лет, решается судьба народа, как мы будем жить, кто будет решать наши вопросы, писать законодательную систему, менять, писать законы, регулировать это все. И, наверное, принимайте решения не только сердцем и душой, не только думая о том, что это ваш друг, сосед, хороший парень, хорошая девушка, но и о том, что этот человек может действительно сделать и принести, какую принести пользу государству и народу. Обязательно нужно смотреть на те заслуги, на то, что человек уже делал, на то, что он делает. Не прийти на выборы или поставить против всех – это проще всего. Нужно сейчас напрячься, подумать и принять все-таки решение. Анна, желаем вам удачи. Дорогие зрители, напоминаю вам, что у нас сегодня была в гостях кандидат в депутаты Народного собрания от 8-го округа Калягина Анна Владимировна.